Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, большое спасибо за приглашение на столь важное мероприятие. Зовут меня Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева. Я являюсь профессором Института физики, технологий и информационных систем Московского государственного педагогического университета, бывшего Ленинского. Должна я вам сказать, что тема, которую мне задали, она оказалась не очень простой. Потому что, с одной стороны, я и сама работала в школе, которая функционирует в неблагоприятных условиях, и работала директором, а с другой стороны, очень многое сегодня поменялось, и когда ты вплотную этим не занимаешься, то иногда тебе кажется, что это там, где ты работаешь, то это точно так же, как копия отражения того, что происходит и в других образовательных организациях. Поэтому сегодня, я думаю, будет у нас интересный разговор. Я попрошу вас, если у вас будут возникать по ходу моего выступления вопросы, писать в чате. Я думаю, организаторы мне помогут эти вопросы получить. Ну и если на какие-то я не смогу ответить на данной встрече сегодняшней, то, может быть, мы сделаем это еще раз, или я отвечу специально письменно организаторам. Итак, тема сегодняшней нашей беседы – это профессиональное развитие педагога. Это действительно очень интересно, потому что сегодня, как никогда, ты понимаешь, что без профессионального развития, без обучения, ежедневного обучения для учителя мало что может измениться. Это совершенно серьезная ответственность. Я, конечно, попробовала сначала для себя ответить на вопросы, а в чем? Вот если обратим внимание на тему, у нас есть профессиональное развитие и есть школы, которые функционируют в неблагоприятных условиях. Поэтому я посмотрела, какая цель профессионального развития. Ну, она очевидная, это цель на поверхности. Это готовность к реализации стандартов. И, наверное, этим занимаются все в полном объеме, где-то больше, где-то меньше, но это понятная вещь, есть стандарт, есть в ГОС, и мы по нему ориентируемся. Для профессионального роста и профессионального развития учителей, преподавателей была создана и инициирована такая система, которую вы, наверное, знаете, национальная система учительского роста, которая включает в себя 4 составляющих. Это подготовка предметная в области методики преподавания, психолого-педагогических компетенций и коммуникативных компетенций. Я должна сказать, что, с одной стороны, мне нравится такая направленность, потому что действительно сегодня так быстро идет развитие, что мы вынуждены с вами постоянно обновлять банк собственных знаний. А в связи с тем, что ресурсов, которыми мы пользуемся, становится все больше и больше, то нам нужно понимать, как использовать эти ресурсы в учебном процессе, как пользоваться таким инструментарием. Ну, конечно, немаловажным становится и тот, ради кого все это затеяно, тот, ради кого школа открыта, это ученик. А ученик тоже изменился, изменилось общество, ученик стал другим, а психологические особенности возраста в учебниках по психологии остались на прежнем уровне. И если мы возьмем классический учебник по психологии, мы там найдем характеристики, которые были по ученикам, по памяти, воображению, восприятию учебного материала, ну, еще 15-20-летней давности и так далее вниз. Поэтому это тоже очень важный вопрос. А вы, наверное, знаете, что психологические особенности сегодня говорят так, что человек меняется каждые 3 года, и каждое новое поколение через 3 года уже совсем другое. А мы-то с вами каждый день входим в класс, и сегодня, и через 3 года. И что нам делать? Поэтому это очень важное направление в системе учительского роста. Ну и, наконец, коммуникативные компетенции, потому что как общаться с этим поколением, как жить в эпоху перемен, как правильно выстраивать свои отношения, как стать нужным и важным в этом сообществе, где мы с вами работаем. Ну, среди средств профессионального развития педагога я для себя выделила несколько, и думаю, что каждый именно, так, видимо, и думает, потому что это обучение, без которого никуда не деться. Это самообразование, которым мы с вами занимаемся ежедневно. Но если говорить об области моих интересов, я являюсь экспертом по информационным технологиям при ООН, являюсь экспертом Института развития интернета, то
в области информационных технологий обновления, изменения происходят почти ежедневно. И мое глубокое убеждение, что каждый учитель должен быть профессионален в своей предметной области – химии, физике, русском языке, литературе. А вот это сращивание, когда мы говорим об использовании современных технологий в какой-то предметной области, вот об этом использовании должны говорить те, кто этим занимается профессионально. Поэтому я думаю, что это такой очень важный момент. Ну, естественно, что для профессионального развития очень важно общение, то, чем мы с вами занимаемся. И сегодня интернет, он открывает вообще безграничные возможности. Ну и, наконец, невозможно все это освоить, если не пользоваться этим на практике. То есть вот такие средства профессионального развития я для себя вижу. Поэтому сегодня я остановлюсь на 3 очень важных китах в развитии современного педагога, в том числе в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях. Потому что для меня учитель – это всегда человек с большой буквы, учитель, и неважно, где он функционирует, где он работает, простите, он выбрал для себя профессию, и поэтому все остальное его касается. Но почему мы должны изменяться? Почему мы с вами должны вообще задумываться над тем, что происходит? Ведь много лет мы работали, у нас был авторитет, мы давали хорошие результаты, и вдруг что-то произошло, что нас должно заставить или что нас заставляет постоянно учиться, изменять свои подходы, изменить свои взгляды. Поэтому первый важный вопрос – это приоритетные проекты в современном образовании. Понятное дело, что возникает вопрос «а зачем?». Я очень хорошо помню, когда мы занимались повышением квалификации учителей, это был в области информационных технологий, это был 2005-2004 год, когда учителя, приходя на курсы, говорили так: зачем мне все это нужно? У меня все равно нет компьютера, у меня все равно нет интернета, я ничего не могу. Но время это быстро очень изменилось. И на сегодняшний день это обилие информации, оно ведь не только доступно учителю. Ну, кому-то в большей мере, кому-то в меньшей мере. Оно доступно и ученику. А раз оно доступно в том числе и ученику, мы с вами должны понимать, а как быть с той информацией, с тем объемом, с тем потоком информации, который сегодня обрушился и на тех, кто учит, и на тех, кто учится. Вот, например, у меня был такой интересный случай. 3 года назад уже мне позвонил молодой человек, он жил в одной из деревень Новосибирской области, и рассказал, что так как у них не было интернета в школе, то он обязательно в субботу ездил в Новосибирск, шел там, где интернет был доступен, скачивал вебинары по интересующим его темам. Ну, он назвал мне 3 фамилии, это был Сан Саныч Андреев, это были мои вебинары и вебинары Паниковой Светланы Валерьевны. А потом приезжал и в течение недели все это изучал. И он говорит, это позволило ему освоить современные технологии, это позволило ему поступить в Новосибирский университет, и по итогам его пригласили в аспирантуру Санкт-Петербурга. То есть, понимаете, мы должны понимать, что у нас есть с вами разные дети, у нас с вами есть разные возможности, и надо понимать, как этими возможностями пользоваться. В связи с этим я бы хотела обратить внимание на некоторые топы, на некоторые тренды, которые сегодня есть и которые нас заставляют думать по-другому, независимо от того, где мы живем. Вот эти мобильные технологии, вот эти открытые возможности позволяют сегодня школе быть везде. Ну, вы знаете, что закон об образовании, он позволяет ученику быть в любом месте и учиться из любого места. Даже указано, что может не быть аудиторных занятий, они могут быть в другом формате. Значит, мы должны с вами понять, как организовать такую работу. Ну, плюс к этому у нас с вами есть дети, которые болеют. Есть дети, которые недвижимые. Есть дети, которые не могут приехать на занятия. Ну и мало ли какие причины могут возникать в семье. Но ребенок должен иметь возможность учиться. Вы, наверное, знаете, я когда-то, работая в школе, ходила в свой день в больницу, и как учитель физики я учила всех, кто там лежал, в разных классах, разным предметам.
И, конечно, это была достаточно серьезная проблема, потому что там были и малыши, и взрослые. Но так мы все работали, потому что детей нельзя было бросать. Сегодня современные технологии позволяют нам работать иначе. Современные технологии позволяют нам приглашать детей в наши классы через интернет или создавать такие виртуальные образовательные среды, в которые бы дети могли заходить и там учиться. Ну и, соответственно, если у нас слабый интернет или если у нас малые возможности, мы можем ехать в какой-то центр, я предполагаю, что он у вас есть, где мы получим диски, где мы сможем необходимые материалы скачать для того, чтобы создавать свою среду. И второе, вы видите здесь много разных трендов, но я не буду говорить о всех, я на некоторых остановлюсь. И второй очень важный тренд, это тренды 2018, это адаптивное образование. Почему об этом очень важно говорить? Потому что на сегодняшний день ребенок, если ему не интересно, он перестает учиться. И очень часто начинает мешать в классе. Но когда я работала в школе, я начинала работать в сельской школе, у меня было очень много привозных детей, класс на 28 человек, где я была классным руководителем. Об этом никто и не раздумывал. Я только как учитель старалась занять каждого ребенка на уроке тем, что ему могло быть по силам. То есть тем, чем он мог бы конкретно заниматься. И технологий, которые позволили бы это делать массово, конечно, таких не было. Сегодня говорят об адаптивном образовании. Сегодня говорят о том, что можно проверить уровень подготовленности таких детей разных в классе. И в соответствии с наличием банка информационных ресурсов, банка материалов информационных, можно каждого озаботить, озадачить собственной деятельностью. Ну и получается, что если у меня сидит в классе 25 детей, 5 детей или 10 детей, то каждый может учиться по собственной программе. Конечно, это несколько абсурдное заявление, но на самом-то деле многие учителя так и делают. И когда вы приходите в класс, вы стремитесь ведь занять каждого делом, так, чтобы каждый мог в силу своих возможностей брать и заниматься чем-то очень полезным. Мы в этом году получили очень интересный запрос от учительства, от современного учительства. Какие тенденции, кстати говоря, я не видела раньше исследований, которые бы очень четко показали запросы от учителей на какие-то важные направления, которым нужно обучать. То есть на самом-то деле это запрос на темы по повышению квалификации. Вот здесь вы видите много разных, компьютерное мышление, вы понимаете, что сегодня очень важно научить ученика правильно выстраивать алгоритмы поведения, алгоритмы действий. Это как раз то, чему помогает компьютерное мышление. Мы говорим о профессиональном, о получении профессии, о дополненной реальности, но мне больше всего вот из всех запросов учительства нравится здесь запрос, который называется «Наука обучения». Почему? Потому что, как оказалось, очень серьезным препятствием в обучении является проблема организации самостоятельной работы. То есть мы столкнулись с тем, что наши дети, это и школьники, и студенты, самостоятельно учиться не умеют. Они требуют постоянного вмешательства извне, им нужно все время давать какие-то планы, показывать, как это надо сделать, а ведь изначально нужно этому научить. И как работать с текстом, и как представлять материалы, и как представлять это все в презентации. Как доводить начатое дело до конца, как распределять свое время. Поэтому мне думается, что это очень важный запрос от учителя, который повлиять может на всю жизнь, в которой живет этот ребенок. Потому что сегодня это очень важно. Очень интересная направленность такая, как глобальное обучение. Потому что современные технологии сегодня позволяют общаться со всем миром. И когда ребенок в своей сети, у себя использует такое направление, то есть если он уже с кем-то общается по какой-то определенной тематике через интернет,
а приходит в класс и не видит такой возможности в предметных областях, то ему обучение становится неинтересным. И это связано и с университетами. Если абитуриент приходит в университет и не видит, что этот университет связан с миром через глобальные сети, то у него начинается проблема. Наконец, ученические профили – это тоже очень интересное поле для исследования. Но, наверное, многие из вас знают, что такое пионерские лагеря. И вы знаете, что наши дети, когда приезжают в эти оздоровительные лагеря или пионерские, которые были раньше, они часто меняют свое «я». Стремятся поменять свое место в сообществе вместе со своими сверстниками. И если в школе этот ребенок может быть таким тихим, замкнутым, молчаливым, то когда он попадает в другое сообщество, он проявляет себя совсем иначе. И все это сегодня проявляется в том числе и в детских профилях. Когда ребенок заходит в цифровую среду и пишет о себе, что он из себя представляет. Он фантазирует, он может себя назвать каким-то именем, которое бы он хотел оправдывать. И вот изучение вот этой системы ученических профилей тоже может дать очень много для учителя. И поэтому наука тоже этим должна заниматься, так как, на мой взгляд, это очень важно и позволяет подходить профессионально к каждому обучающемуся. Следующий важный момент – это вопрос, касающийся, это тренд, вопрос, касающийся перевернутости обучения. Ну, на мой взгляд, перевернутое обучение в школе было всегда. Когда я училась в школе в советский период, в учебниках по физике всегда был параграф для дополнительного чтения. И учитель нам говорил дома, что вот вы прочитаете, а на уроке я спрошу. Иногда он спрашивал, иногда не спрашивал, все зависело от времени и от его цели. Так вот, сегодня это тоже та же самая перевернутость, потому что мы можем домой давать читать теорию, а в классе ее закреплять. Это перевернутый класс, вот вы видите, он на нижней вкладке. И как оказалось, вот тому, как работать по закреплению материала, учителя тоже нужно учить. То есть не просто класс перевернуть, это слишком просто. Сказать дома прочитайте, а в классе закреплять. Оказалось, что учителю работать мамой в классе очень тяжело. Должна быть какая-то технология. И это перевернутый класс. Есть перевернутое обучение, когда мы с вами сегодня сталкиваемся с современными технологиями и некоторые освоить не можем. Мы к кому обращаемся? Мы обращаемся к детям, к внукам, к ученикам. И они нас учат, как это сделать. Это перевернутое обучение. А есть еще обратное обучение, когда учитель научил, а ученик рассказал или учит тому, что он понял. Вот так правильно. Это будет обратное обучение. Вот такие типы перевернутости сегодня различают, и я думаю, что и это тренд, это тенденция, я думаю, что вы тоже этим занимаетесь. Ну и, наконец, глобальные проекты, которые есть в России. Вот мне думается, что это будет вам интересным. 13 февраля была создана ассоциация онлайн-педагогических педагогических университетов. Был создан онлайн-педагогический университет. Инициатором этой ассоциации был наш университет, Московский педагогический государственный университет, и в него вошли еще 5 вузов. Ну, сейчас идет становление ассоциации, и я думаю, что это будет таким стартовым решением, очень важным для разработки методик обучения на современном этапе современных детей. Следующий очень важный и серьезный проект называется «Современная цифровая образовательная среда». Этот проект был запущен уже 1 сентября 2017 года. В чем его смысл? В 2014 году 8 вузов России, ведущих вузов России, создали национальную ассоциацию, впоследствии создав национальную платформу открытого образования. Вот она здесь есть, onlineedu.ru, и вы можете эту ссылочку набрать и увидите эту национальную платформу. На этой национальной платформе стали размещаться курсы по различным дисциплинам ведущих преподавателей России. Для чего это было сделано? Ну, во-первых, вы знаете, что есть дисциплины, которые читаются не специалистами. Нет специалистов в этой области.
И поэтому кто-то готовится из преподавателей и учит. Вы знаете, что в школах существует дефицит кадров. И это было задумано для того, чтобы тот, кто не имеет возможности в традиционном формате учиться у профессионала, мог бы учиться вот через вот эту национальную платформу. Это интересный проект, он развивающийся, пока он все еще идет в формате тестирования, но уже он работает. В рамках этого проекта запущено было одно окно, на котором разместили курсы, которые есть. Что это за одно окно? Вот на сегодняшний день студент может зайти в это одно окно через идентификатор. То есть он должен идентифицировать себя, кто он, через наши ИНН, через наши какие-то данные в системе контакт, в системе контингент, простите. Для чего? Для того, чтобы себя идентифицировать. Обучаясь на этих курсах, потом студент приносит сертификат в университет, и университет ему засчитывает этот сертификат. Изначально предполагалось, что на этой платформе будут и школы. Но вот пока ограничились только вузами, но вполне вероятно, что сюда придут и школы. Я вам должна сказать, есть здесь много полезных курсов для учителей. Они бесплатные. Поэтому вы загляните на одно окно и посмотрите, может быть, вы что-то для себя найдете интересное для того, чтобы повысить уровень профессионализма. Как результат, в процессе хода этого проекта будет подготовлено более 10 тысяч преподавателей и экспертов, которые смогут работать дистанционно профессионально. Ну, здесь часть сообщества, с которым я сотрудничаю, и вот я поимела такую смелость эту картинку сюда вставить. Следующий очень важный проект, который коснется каждого из нас, вот он должен был быть запущен 15 марта, но пока еще документы не подписаны, это приоритетный проект «Цифровая школа». Ну, как видите, в одно окно школа не попала, поэтому решили пока сделать некий прототип для цифровой школы. Это очень интересная идея, которая может дать очень много возможностей для тех, кто считает, что современное образование очень важно и хочет получать знания сегодня, здесь, около себя и в таком профессиональном, правильном формате. Ну, я думаю, что, наверное, к сентябрю паспорт будет подписан, а может быть и чуть раньше. Вот сегодня, завтра состоятся круглые столы, панельные дискуссии на Московском международном салоне образования ММСО 2018. И я тоже поеду вот после нашего вебинара туда для участия в них. И, наверное, все-таки будет серьезное решение по принятию вот этого паспорта. И тогда мы будем четко понимать, что можно с ним делать. Следующий важный проект называется тоже глобальный «Московская электронная школа». Чем интересен этот проект? Ну, во-первых, он получил развитие. В каком плане? Я, например, знаю, что в Алтайском крае сейчас Алтайская электронная школа, в Новосибирском – Новосибирская. То есть сейчас вот этот проект по электронной школе, он начинает путешествовать по России. Что в нем интересного? В нем интересно следующее. Каждый учитель имеет возможность разместить свою разработку урока, да, или целой темы в этой школе, а все другие после прохождения экспертизы. А все другие учителя имеют возможность этим пользоваться. Вот это вот очень здорово. Ну, пока, конечно, это еще сырая школа, пока там много нужно доделывать, но она развивающаяся, открыта для изменения, открыта для корректировок, и поэтому это очень здорово, что есть такой вот ресурс. Есть еще один интересный ресурс, который называется «Маршрут в будущее». Я вам настоятельно всем советую найти его, найти этот портал. Он инициирован был Рыбаков фондом. Что там интересного? Вот на этот портал пригласили учителей, которые сильны в какой-то определенной области. Они не обязательно имеют степень доктора наук или кандидата наук. Они не обязательно являются самыми ведущими, но они профессиональны в конкретной области. И вы здесь можете увидеть как мастер-классы, так и курсы, так и воркшопы, в общем, очень много всего полезного. Как использовать
использовать какие-либо инструменты. И это все бесплатно. И в результате обучения вы получите документ, сертификат, который засчитывается в образовании при аттестации учителя. Я думаю, что у этого проекта очень большое будущее, он очень интересный. И поэтому советую вам в нем участвовать. Я не могу не сказать о своей магистерской программе «Электронные образовательные технологии». Программа у меня заочная, 2,5 года, 2 сессии в год. Почему я не могу о ней сказать? Потому что вы если посмотрите на фотографии, это все люди успешные, состоявшиеся, но пришедшие для того, чтобы систематизировать собственные знания. Поэтому, если у кого-то из вас есть желание поучиться в современном образовательном пространстве, научиться им управлять, научиться создавать курсы, то есть быть в тренде, то я вас приглашаю, вы можете написать, может быть, регион вас направит на обучение. Это очень интересно. Звездочками отмечены магистранты, которые завоевали очень серьезные награды в процессе обучения. Например, Андрей Сиденко, если у вас есть учителя информатики, вы должны знать, это абсолютный победитель конкурса «Учитель года» 2013, который сегодня является ведущим среди учителей информатики, ведет портал, очень интересный человек, и студент мой бывший, кстати, и магистрант. Коля Белиовский, тоже учитель информатики, учитель робототехники, в прошлом году стал абсолютным победителем конкурса Lego Education в России. Татьяна Шилина, абсолютный победитель конкурса АИК-просвещения в области электронного обучения и подготовки школьников ЕГЭ по обществознанию и истории. И много здесь разных звезд, о которых можно почитать, если пройти по этой ссылочке внизу. Поэтому я вас приглашаю, если кому-то интересно, есть бюджет, приходите учиться. Это 6 трендов, которые я хотела озвучить. И эта магистратура, она действительно как тренд, потому что все, кто обучается, они узнаваемы в образовательном мире. Следующий вопрос, на котором я хотела остановиться, это неблагоприятные условия, так как в тему у меня обозначены школы, функционирующие в неблагоприятных условиях. А я подумала, что, может быть, это не неблагоприятные условия, а это жизнь в условиях риска. И поэтому под этим и углом я посмотрела на то, что происходит. Вообще проблемами риска я занимаюсь давно. Здесь для себя выделила 2 зоны рисков. Видите, одна зона рисков – это внешние риски. То, на что мы с вами повлиять не можем. Ценности, устройства, государственный строй. Но мы об этом с вами всегда помним. И это подсознательно у нас находится. Мы ничего с этим не можем сделать, но мы это знаем. И еще первая и вторая область – это внутренние риски. Это те риски, на которые мы с вами можем влиять. Я, естественно, выделила 2 ключевых. Это учитель и ученик и технологии. Это в классическом формате то, каким образом я представляю для себя источники риска. И если будет интересно когда-то, мы на эту тему можем поговорить отдельно. На сегодняшний день я выделила для школ, которые функционируют в неблагоприятных условиях, несколько рисков. Во-первых, это многоязычие, когда в одном классе дети с разными языками, а мы должны учить их на русском. Я думаю, что это существенно. Во-вторых, когда везде говорят об интернете, а он отсутствует. В-третьих, дети подготовлены к обучению по-разному, а обучать их мы должны одинаково. То есть учебная нагрузка не влияет на то, каким образом подготовлены дети и готовы ли они учиться. Конечно, существенно это дефицит кадров. Это такой очень важный момент в нашей жизни, потому что я знаю, что в сельской школе учитель физкультуры может преподавать и русский, и математику. Я не хочу думать, что это везде так. Я не хочу думать, что он не профессионален, но это, в общем, жизнь. И нет программ, как я понимаю, по повышению квалификации для работы в таких условиях. Их нет не только для таких школ, но их нет и для школ в больших городах, и для школ, регионов, которые, казалось бы, благоприятными. Потому что сегодня в любом классе в городе могут сидеть разные дети. И я это наблюдаю, когда
в 4 и 5 классу становится понятным, что обучать в классе практически невозможно, когда дети только читать умеют, но понимать то, о чем они прочитали, становится для них очень сложным. То есть это серьезная проблема, вот эти программы повышения квалификации, над которыми мы должны задуматься. Поэтому на некоторые из источников я решила посмотреть. Ну, например, учитель как источник риска. Я смотрю с разных позиций на учителя, потому что я думаю, что мы с вами тоже, приходя в класс, имеем свое настроение, заботы. Мы, может быть, профессионально уже устали от того, что мы повторяем одно и то же много лет. Мы думаем над тем, как организовать работу с нашими детьми, а они приходят к нам совсем с другими мыслями. Мы до сегодняшнего дня можем быть уверенными, что учитель ведущий, а на самом-то деле учитель на сегодняшний день не является ведущей фигурой в области передачи информации, потому что дети ее черпают извне, и очень много. А вот только учитель может помочь систематизировать эту информацию. Мы должны осознать это свое поведение, свое пространство. Но тогда нам надо понять, а как учить в эпоху вот такого обилия информации. И когда мы с вами говорим, что нет интернета, это мы понимаем, что это ведь может быть для нас нет его. То есть мы в учебных целях не можем его использовать, и нет такого обилия, которое бы хотелось. А дети, они очень много черпают информации из внешней среды, в том числе из интернета. Ну, первое, что я вижу для того, чтобы преодолеть вот такой риск или управлять им, это, конечно, повышение квалификации. Это повышение квалификации профессиональное, по запросу. То есть, на мой взгляд, учитель должен писать, что ему нужно, и методические службы этому должны обучать. Плюс к этому в течение всей профессиональной деятельности учителя должна быть оказана методическая поддержка. Особенно если учитель вышел на курсы, то без этого он обойтись не может. Ну и, наконец, мы должны изменить собственную философию обучения, потому что до сегодняшнего дня в педагогических вузах учат традиционно обучать, опираясь на тех учеников, которые были 15-20 лет назад в классе, а сегодня дети другие. Поэтому это очень серьезный фактор риска, который нам нужно с вами учитывать. Следующий фактор – это наши дети. Это очень серьезные факторы риска, и неважно, в какой школе мы с вами работаем, потому что дети, они, в общем-то, быстро впитывают все, что вокруг происходит. Когда меняется учитель, у них остается стереотип работы с предыдущим учителем. Когда мы пытаемся что-то выстроить по-другому, они могут быть консервативны, так же, как и взрослые, и не воспринимать это. Когда мы хотим что-то сделать для того, чтобы... мы думаем, что вот мы сейчас изменим ученика, мы ему дадим много заданий, он будет стараться, станет лучше. А ученик этого не оценивает, потому что нет понимания, зачем ему это нужно. И вообще сегодняшний ученик, независимо от места проживания, очень часто не понимает, зачем ему учиться. Зачем ему нужны знания, которые не дают практического применения. Это, кстати говоря, очень часто дискутируется эта проблема. Как сделать, чтобы те знания, которые ты приобретаешь в школе, они были тебе полезными в жизни? А так как мы становимся источниками информации для учеников в области предметной, то это задача для нас, как сделать так, чтобы то, чему мы обучаем, было полезным, как показать эту вот важность для жизни. Многие говорят, мы изучали логарифмы, дифференциалы, они мне в жизни не пригодились. Но никто не говорит о том, что и логарифмы, и дифференциалы, в общем-то, влияют на формирование, вообще как математика, на развитие логики, то без чего сегодня нельзя. Поэтому очень важно понимать, что же происходит, что нам надо сделать для того, чтобы сделать ученика своим союзником. Поэтому это такой серьезный риск, независимо от того, где обучаются наши дети. Современные технологии как источники риска, и это правда. Дети, которые учатся в городе, дети, которые учатся в сельской местности, в удаленных регионах, они не должны страдать от того, что мы чего-то не имеем.
Это значит, что мы с вами, как учителя, должны владеть этими технологиями, ну или, по крайней мере, быть просвещенными. Мы должны очень хорошо понимать, что вот эта среда новая, в которую попадает обучающийся, вот эта среда, вот этот интернет, он должен быть нам доступен для понимания, для того, чтобы мы могли научить отличать детей истину от лжи, для того, чтобы, попадая в эту среду, наши дети правильно пользовались этими ресурсами. Ну и понятно, что для этого мы должны заниматься очень серьезными вопросами, очень важными. Это курсами повышения квалификации, это поддержкой учителя. Я, с одной стороны, хотела бы сказать, что должна быть обязательная для поддержки мастерства учителя должна быть система вебинаров создана. Просто целая система вебинаров. Если для школ, которые находятся в более комфортных условиях, там, где есть стабильный интернет, это может быть важным, но не самым приоритетным, то для школ, которые живут в неблагоприятных условиях, это должно быть нормой, потому что учитель должен понимать, куда ему обратиться. Но тут же я понимаю, что если отсутствие интернета один из факторов неблагоприятности, то я попадаю в некоторый тупик, либо понимаю, что методические центры или центры развития образования, институты повышения квалификации должны создавать такие банки знаний для учителей, работающих в таких школах, которые бы периодически, там, раз в месяц, раз в 2 месяца на носителях, на дисках, например, или на флешках могли бы передаваться в образовательные организации, чтобы учитель мог открыть ресурс, открыть запись и найти ответ на интересующие его вопросы. Потому что мы не можем жить в разных мирах, мы должны понимать, что это очень важно. И в связи с этим становится интересным и принципиальным вопрос организации обратной связи, потому что обратная связь – это источник риска. Мы сегодня видим и наблюдаем, какие процессы происходят от нашего незнания, в том числе, когда мы перестаем управлять ситуацией, когда то, что мы делаем, оно становится абсолютно обыденным. Когда нам кажется, что если мы с вами уже об этом знаем, то значит и другие об этом знают. Ну, что для этого нужно? Как вот этот риск преодолеть? Вот, что нужно сделать, чтобы риск преодолеть? Мне думается, что мы всегда должны понимать, с какой целью мы должны организовать обратную связь на уроке. Для чего нам это нужно? А ведь для традиционного формата практически... традиционный формат обучения невозможно организовать без обратной связи. Это очень важный момент в жизни урока, и мы это с вами очень хорошо понимаем, потому что когда мы объясняем материал учебный ученику, мы говорим на одном языке. Когда дети друг другу объясняют, это совсем другой язык, но этот язык понятен тем, кому объясняет. Поэтому очень важно научиться правильно использовать весь инструментарий для обратной связи. Я не могу обойти вниманием, конечно, и вот такой, на мой взгляд, очень серьезный риск – это здоровье учителя. Ведь не секрет, что учителя гордятся тем, что даже больные приходят на работу для того, чтобы не пропустить, не оставить учеников одних, и это понятно, и чтобы не пропустить учебный материал, потому что непонятно, как потом можно будет догонять упущенное. Но, на мой взгляд, мы поступаем с вами абсолютно неправильно. Мы должны себя немного любить, потому что человек должен быть здоровым. От того, что мы приходим на учебные занятия больными, от того, что мы с вами становимся, вернее, в связи с этим мы становимся источником инфекции, в связи с этим повышается наша тревожность, в связи с этим мы с вами ведем себя не так, как в обычном формате, когда мы здоровы. Поэтому мне думается, что мы должны об этом думать, и руководители должны думать об этом. Вот
Конечно, исследований глобальных в сетях очень мало, но я нашла исследование, это 16-й год, если вы посмотрите по ссылочке, обследование учителей в одном из регионов России. Практически здоровых 14%, риск заболеваний 13%, нуждаются в дообследовании 69%. То есть, понимаете, ведь чем больше мы о себе заботимся, о своем здоровье, тем выше уровень нашего профессионализма и отдачи на уроки. Но мне думается, здесь гораздо глубже проблема. Мы не учим ни в школе, ни в вузе, как заботиться о своем здоровье. Вот это очень важная проблема и очень серьезная. Ведь если мы заботимся о своем здоровье, то тогда мы и болеем реже. А так как мы переносим многое на ногах, и этим гордимся, то это становится хроническим, и, в общем-то, это большая и серьезная потеря для образования. Поэтому я вас призываю всех вот этот риск нивелировать. Я тоже грешу этим, но вот я думаю, что это очень важно в нашей жизни. Повышение квалификации – это тоже серьезный источник риска. И я вам объясню, почему. Ну, это моя позиция, моя точка зрения. Я недавно, недели 2,5 назад, была на всероссийском совещании в городе Калининграде, где, кстати, встретилась и с ректором вашего института развития образования в очередной раз, на методическом совещании по повышению квалификации учительства России. И для меня было таким серьезным подтверждением низкого уровня системы повышения квалификации, что те, кто учат, сами не учатся. Понимаете, сегодня невозможно не учиться, абсолютно невозможно, потому что так много нового, так много важного, что нужно обязательно самообучаться. Если ты учишься, тогда уровень повышения квалификации, уровень самих курсов становится гораздо эффективнее. Но как оказалось, что не только я так думаю, и руководители регионов, вкладывая деньги в повышение квалификации, понимают, что отдача-то очень низкая, и пытаются разобраться, почему. И вот одну из причин я вижу в том, что те, кто учат, они не учатся. И это очень серьезно. Плюс к этому следующая проблема. Когда мы с вами входим в класс, мы приобретаем навык учить и теряем навык учиться. И когда мы выходим на курсы повышения квалификации, мы не умеем учиться. И это обедняет сам процесс. Мы приходим за удостоверением, а нам надо прийти за знаниями. Поменять себя, изменить собственную позицию к происходящему становится достаточно сложным. И мы многому сопротивляемся. Поэтому я считаю, что это серьезная проблема, которой сегодня и внимание уделяется много, но без нашего отношения к этому, изменения отношения к самому учительству, без понимания, что когда мы идем учиться, мы должны учиться, мы никуда не сдвинемся. Я всегда говорю, что на моих курсах повышения квалификации обучение завершает примерно 30-40% слушателей. И это становится очень неудобным для тех, кто направляет на курсы. Но, однако, я уверена за тех, кто завершил обучение, что они смогут использовать это в своей профессиональной деятельности. И вот здесь вот надо понимать, чего ты хочешь, бумажки, или ты хочешь прийти получить знания. Вот это серьезно на курсах. Но это некоторые риски, которые я рассмотрела специально для того, чтобы было понимание происходящих событий. Ну и, наконец, для того, чтобы вот эти риски нивелировать, для того, чтобы мы могли с вами каким-то образом влиять на процессы, я выделила ключевые проблемы. Сегодня мы с вами вот в такой многозадачности живем. У нас есть разные дети. В одном классе сидят и дети с проблемами в развитии, и сидят дети, говорящие на разных языках, и сидят дети, которые преуспевающие, то есть продвинутые, и те, которые по разным причинам не успевающие. То есть у нас вот такой комплекс детей самых разных возможностей в одном классе. Но вы меня извините, пожалуйста, я пока не встретила технологий, которые помогли учителю понять, как в этой ситуации проводить обучение.
Вот когда я думаю о дистанционных технологиях, об интернет-ресурсах и возможностях, я вижу для себя некоторые решения. Но когда я понимаю, что этого нет, то решение, оно становится совсем иным. Ну, мы об этом можем говорить, взяв отдельную тему вебинара, именно для того, чтобы было понимание, как организовать работу. Но эта ситуация вот достаточно серьезная. В процессе обучения мы с вами должны ответить на эти ключевые вопросы, которые всегда стояли 100 лет назад и сегодня и будут в педагогике. Для чего учить, кого учить, как учить, чем учить? Да? Или чему учить, простите, какие выбрать стратегии, какие выбрать технологии. Это классические вопросы. И по каждому из этих вопросов мы можем с вами тоже дискутировать. Вы можете задавать вопросы, а я могу готовить некие идеи и предложения, потому что это очень важно. Мы этим занимаемся в магистратуре, потому что важно понимать, кого учишь, для чего учишь. Как выстроить правильный процесс организации обучения? Что для этого нужно сделать? Какой будет результат? Когда учителю задаешь вопрос, вот мы разрабатываем программы для учебных курсов. И стремимся сделать так, чтобы каждая программа в своем паспорте содержала 2 ключевых позиции. Первая позиция – это формируемая компетенция, и вторая позиция как результат. То есть, если я хочу, чтобы он был способен что-то сделать, что в итоге я получу? И оказалось, это тяжело. Оказалось, это сделать трудно. То есть, всему нужно обучаться. Когда мы учимся в вузах, ну, в частности, например, в педагогическом, когда нам рассказывают о целеполагании, о структуре урока, о различных элементах урока, об этапах урока, для нас это некое будущее. Вот, наконец, когда-то, когда я приду в школу, я смогу вот это понять. И когда мы сдаем экзамен или зачет, мы напрочь забываем, что там говорили по этому целеполаганию. Но когда мы приходим в класс и сталкиваемся с этим, то, оказывается, все там было важно, но очень непонятно. Так что это серьезные вопросы на сегодняшний день, на которые надо давать ответы. Сегодня мы с вами не можем работать в традиционном формате. Что это значит? У нас известно, например, предмет математика. Всего в четверти там, или в году 35 недель, по 4 урока, например, в неделю, 35 на 4, сколько будет? 30 на 4, 120, 140 часов. Все. Мы берем тему, на 140 часов делим, и контрольные работы даем. А сегодня мы говорим, что таким образом выстроить систему обучения невозможно. Мы должны знать цель, мы должны сразу прогнозировать результат обучения, а потом выбирать, с помощью чего мы можем к этому результату прийти. Это другая философия образования. Мы по-другому должны структурировать учебный процесс. И этому тоже нужно учиться. Вот для того, чтобы научиться, как это правильно делать, можно посмотреть таксономию Блума. Я уверена, что она вам поможет, потому что уровни, которые выстроены в таксономии Блума, они как раз нам помогают ответить на вопрос: я что сегодня хочу на учебном занятии? Хочу, чтобы они знали. Тогда я воспользуюсь, смотрите, если я хочу, чтобы знали, я воспользуюсь вот такими заданиями, которые начинаются вот с этих глаголов. Если я хочу, чтобы они проанализировали, я задам другие вопросы. То есть очень важно понимать, какая у меня на уроке цель. Вот на каждом уроке. Мало этого, я, например, думаю над тем, что внутри урока есть много задач, которую я тоже могу сформулировать с помощью этой таксономии. Потому что есть тема, которую я хочу, чтобы ученики понимали, но внутри которой я хочу, чтобы они что-то проанализировали или применили. И поэтому задачи меняются. И вот вы видите, я уже открывала, это такое педагогическое колесо. Очень надеюсь, что вы, может быть, читали о нем или знаете. А если не знаете, вы набираете в поисковой строке напрямую «педагогическое колесо». Впервые оно было разработано Каррингтоном для iPad, поэтому и называется педагогическое. Но сегодня совершенно очевидно, что можно использовать независимо от того, какой у вас в руках инструмент. И здесь вы видите, что на этом педагогическом колесе есть уровень по Блуму, дальше есть глаголы действия, то есть какой вопрос мы можем задать, потом есть, что может сделать ученик.
карту ли он может сделать, или там, я не знаю, сказку написать, газету выпустить, уравнение решить. Это виды деятельности. Ну и инструментарий, если есть такая возможность. И вы можете сегодня найти очень много даже заданных вопросов, расшифровок, все это на русском языке. Это интересная тема, она отдельная может быть для изучения, но это ключевая на сегодняшний день. Научиться поставить цель так, чтобы прийти на урок, и она была важна для того, кто пришел к нам. Очень серьезный вопрос, касающийся того, а вообще как учить и как учиться. Мое глубокое убеждение, что каждый учитель должен на курсах учиться столько раз, сколько ему необходимо. Один приходит на вершину сразу, все понимает и принимает, другому нужно сделать много шагов. И я думаю, что здесь вот как раз такая ошибка руководителей, которые разрешают на серьезных курсах повышения квалификации учиться учителю только один раз. Вот, на мой взгляд, это должен быть процесс многократный. Почему? Многоразовый. Почему? Но по желанию учителя. Потому что нужно осознать происходящие изменения. Ведь если я училась в педагогическом вузе, в традиционном формате, а сегодня мне надо поменять отношение к процессу организации обучения, я могу не сразу интериоризировать информацию, не сразу ее принять. И вот для этого мне нужно еще и еще раз слушать. Поэтому вот я за то, чтобы можно было учиться много раз. Ну и я совсем не лукавлю, я, конечно, задумалась над тем, как же в условиях отсутствия, например, интернета, быстрой связи, что же еще такое сделать сегодня, чтобы оно было полезным. Вот когда-то, работая в Московском государственном областном университете, мы создавали межшкольные методические центры. И в рамках проекта межшкольных методических центров у нас была выездная программа. Мы сотрудничали с компаниями-разработчиками, брали с собой тележку с ноутбуками, брали специальный источник для интернета, там роутер, допустим, брали принтер, то, что нужно сегодня на уроке. Выезжали в регион какой-то Московской области, один день вместе с разработчиками работали и показывали, как все это работает, что мы можем получить. Потом оставляли на неделю, в некоторых регионах на 2, оставляли все это оборудование, и составлялся в базовой школе график, и все учителя, все дети могли приходить, пользоваться, использовать по назначению. То есть был такой некий десант современный, как я его называю. Затем мы приезжали, те, кто участвовали в проекте, рассказывали, как они все это сделали, мы забирали оборудование и ехали дальше. И это было очень важно. И я понимаю, что эта система, она должна сегодня тоже работать. Ну, может быть, ее каким-то образом, в зависимости от условий, нужно модернизировать. Но это было бы очень замечательно. Во-первых, это могли бы приехать в регион или там, в какую-то удаленную школу учителя, которые могут поделиться опытом, которые могут рассказать, как они это делают, показать, как они делают с детьми, и оставить инструментарий для работы. То есть я за то, чтобы в рамках повышения квалификации, может быть, организовывались такого вот формата выездные недели. Ну, плюс конференции, которые происходят, здесь 17-й год, 18-й, неважно. Сегодня мы имеем возможность выбирать свой маршрут. Раньше мы приходили на конференцию, должны были сидеть с утра до вечера там, куда нас направили. А сегодня у нас совсем другая возможность. Мы можем с вами выбрать свою траекторию, выбрать свой путь. И это тоже как элемент повышения квалификации, потому что это достаточно интересно. Мы сегодня можем с вами говорить как о персональном обучении, так и персонализированном. Вот если, видите, вот мы с вами сейчас работаем, и у нас как бы односторонняя связь. Я не вижу никаких вопросов, я не вижу пока аудиторию, я просто пытаюсь поделиться с вами, на мой взгляд, полезной информацией в рамках заявленной темы. И тогда это получается персонализированное обучение, вроде бы как вам хочется каждому, но все вместе вы пришли в одну аудиторию. С другой стороны, это может быть персональное обучение, если вы выбрали именно то направление, которое вам интересно. И это сегодня тренды.
И вот, завершая такой мой монолог, я считаю важным расставить точки. Мне думается, что сегодня принципиально важно обязательно просвещать аудиторию учительскую, рассказывать о тех событиях, которые происходят, которые могут происходить, о том, что каждого учителя ожидает. Второе – заниматься профессионально подготовкой, переподготовкой учителей. И я не скрою, что я вот этот вопрос ставлю в том числе открытый для преподавателей вузов, потому что я считаю, что пока вузы не начнут готовить учителей в рамках современных технологий, то есть за традиционным вот этим полем, за вот этим образованием, мы будем готовить учителей прошлого поколения. Ну и, наконец, тех, кого мы учим, их надо обязательно поддерживать. То есть это вот серьезные тенденции, независимо от того, в каких условиях живет школа, независимо ни от чего. Это для учителя, который готов совершенствоваться, для учителя, который готов развивать свои способности. И я призываю каждого это делать и готова в этом участвовать. И завершая сегодня выступление, я хочу сказать: побеждай любя, победишь все. Ищи радостно, и все тебе ответит. Сложная у нас с вами работа. Мы живем в эпоху перемен, но мы должны ее делать с удовольствием. Только тогда будет у каждого успех. Это мои контакты, мне можно писать, я всегда с удовольствием отвечу. Равно так же, как и готова ответить на вопросы сегодня, если есть. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Где наши организаторы? Ау, да, у меня все сегодня. Спасибо вам. Все нормально было?